Всем привет! Привет-привет! С вами медиасеть школьных студий «Культ Ура». Больше 10 музыкальных школ, школ искусств города Уфы и 6 районов нашего прекрасного Башкортостана трудятся, чтобы показать вам, какая интересная жизнь творческих людей. Поэтому телеканал «Тамыр» создал нашу медиасеть. Каждую неделю мы будем освещать для вас жизнь в наших школах. Поверьте, у нас столько по-настоящему культурных событий происходит. Да и вообще, каждый день насыщен новостями и чем-то интересным. Но начнем по порядку. Все участники нашей медиасети собрались в студии телеканала «Тамыр» на интенсив-тренинге, где мы сняли наши первые сюжеты. Давай просто покажем наш первый сюжет о премьерном интенсив-тренинге, и там все станет ясно. Непременно. Медиасеть школьных студий «Культ Ура» состоит из учеников музыкальных школ и школ искусств, которые учатся азам телевидения, СММ и фотографии. И чтобы попробовать снять свои первые сюжеты, ребята собрались в студии нашего телеканала «Тамыр». Мы сегодня вышли в 5 утра и пошли в РДК. Там к нам приехал автобус, и мы выехали. Потом мы ехали где-то 3 часа, и вот приехали в Уфу. В телецентре я хотела быть фотографом больше всего. Ну или, может быть, чтобы снимать видео. Может быть, может, даже был бы стендапером. Ребята из детской школы искусств Кугарчинского района – настоящие герои. Встали в 5 утра, ни на минутку не опоздали, доехали до Уфы и сразу принялись за работу. Отправились на точки съемок, чтобы узнать, как брать интервью и снимать стендапы. Мне очень понравилось быть журналистом. Он разговаривает с людьми. Нужно понимать людей с помощью этой профессии. Это не так легко, как кажется на самом деле, но это интересно. Я приеду домой и сниму сюжет о том, какая классная Красная Горка, Нариманский район, и спою вам что-нибудь. После того, как съемочный процесс закончен, не время расслабляться, а время монтажа и создания закадрового текста. Ребята, словно настоящие журналисты, записали свои первые тона в звукозаписывающей студии и смонтировали сюжет под присмотром режиссеров. Сегодня для меня, как для человека, я получила большой опыт в сфере медийности, журналистики и операторства. Для меня, мне это очень понравилось. Создать видеосюжет – дело непростое, но зато очень увлекательное. Нужно знать элементы сюжета и правильно их сочетать. Этому ребята и научились. И, кстати, получили за это настоящие сертификаты о прохождении первого интенсив-тренинга, с чем их и поздравляем. Вот так и начался наш путь к журналистике. А еще в СММ и фотографии. Столько всего предстоит нам узнать, а сколькому научиться. Каждую неделю у нас проходят онлайн-мастер-классы с профессионалами телеканала «Тамыр». И вот чему мы уже успели научиться, мы и покажем сегодня. Как вы уже поняли из сюжета, в первый день нашего интенсива мы разделились на 3 команды. И поехали освещать самые интересные и одновременно самые культурные места нашей столицы. А прямо сейчас посмотрим, как справилась со своей задачей одна из команд. Им удалось побывать на репетиции в Молодежном театре Республики Башкортостан. Как привлечь зрителя в театр на сегодняшний день? Молодежный театр города Уфы, история которого уходит еще в 30-е годы, определенно знает, как это сделать. Принято считать, что театр начинается с вешалки, а нам кажется, что он начинается с пошивочного цеха. Скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Мы выпускаем новый спектакль «Легенды о любви». Шьем костюмы. Вот можете показать, висят костюмы. Вот эскизы красивые у нас. Все ткани у нас натуральные. Спектакль будет турецкий. Здесь висят костюмы на различные спектакли, а здесь головные уборы. В музее театра вы можете увидеть миниатюрные макеты спектаклей. До начала спектакля декораторы устанавливают атрибуты сцены. Успех театра напрямую зависит от его актеров. Итак, знакомьтесь, актеры Национального молодежного театра имени Мустая Карима. Моя команда ищет ответ на вопрос, как большее количество людей привлечь в театр. У нас в театре над этим работает целая команда, рекламный отдел есть, пиар-менеджеры, и наша задача актеров сыграть хорошо, качественно и вжиться в роль. Бывало ли такое, что перед выступлением на сцене вы забывали текст? И что вы делали в этой ситуации?
Ну, бывало во время обучения, но у нас мы обучаемся тому, чтобы методику, чтобы исполнять какую-то роль на сцене. И чтобы не забывать, то есть я, например, не разработал, а для себя придумал такую технику, чтобы простраивать чекпоинты, что движет сюжет и какие отношения между персонажами. И если забывается какой-то текст, то ты в голове держишь эти чекпоинты и по ним идешь. Расскажите нам, как вы каждый раз вживаетесь в роль и показываете правильные эмоции на сцене. Вживаюсь в роль, я правильные эмоции показываю. Это, знаете, возникает, так сказать, в подготовительный процесс, когда ты уже разбираешь роль вместе с режиссером и с актерами, когда ты создаешь этот спектакль. И когда ты уже идешь во время спектакля уже по мысли, а получаются те эмоции, которые ты закладывал тогда, во время период репетиционный. Поэтому уже, когда продукт получился, все мы в ансамбле, так скажем, с актерами уже знаем, к чему мы идем. Расскажите, как перебороть страх, выходя на сцену? Вообще перебороть страх, наверное, никогда не получится, потому что каждый актер, он все время будет волноваться перед каждым выходом на сцену. Даже заслуженные артисты, народные артисты, они всегда будут волноваться, и просто нужно сосредоточиться на роли. Страх перебороть, мне кажется, невозможно. Марина Буканина, Равшан Артыков, специально для проекта «Культ Ура». По-моему, неплохо справились, с юмором. А я хочу отметить, что все элементы сюжета присутствуют. Стендап, тон, интервью. Да и лайв тоже. Никогда раньше не задумывалась, что в одном новостном сюжете нужно столько всего учитывать. Ну вот, теперь в театр захотелось. Нужно сначала посмотреть все сюжеты, ведь они не менее познавательны. Прямо сейчас отправляемся со второй командой в Национальный музей Республики Башкортостан. Впервые Национальный музей Республики Башкортостан открыл свои двери в 1864 году. За это время в его стенах прошло множество выставок. На данный момент все желающие могут посетить более 30 выставочных залов. Один из самых основных залов, который рассказывает историю народа Республики Башкортостан – этнография башкирского народа. Здесь можно увидеть музыкальные инструменты тюркских народов и их элементы быта. Что тебе запомнилось больше всего? Ну, вообще, я люблю старинные всякие вещи, и мне запомнилось множество костюмов разных и всякие изделия из дерева, из соломы, ткани и так далее. Посетишь ли ты Национальный музей Республики Башкортостан еще раз? Я посетила всего 3 зала, их тут очень много, поэтому я приду еще раз. Выставка под названием «Северное узорье». Что? Вы не поняли? Я тоже вначале не поняла, что таит в себе это таинственное название. Оказывается, это персональная выставка ямальского костореза Кирилла Никифорова, художественная обработка рога и кости. На экспозиции представлено более 20 работ, которые посвящены теме быта и культуры народа Ямала, наследию башкирского народа и мифическим сюжетам. А это выставка Альфии Бикбулатовой. Только посмотрите, вы точно узнаете эти лица? Это наши известные земляки. А как вам пришла идея рисовать известных личностей? Идея витала в воздухе. Известные личности всегда у нас на виду, конечно же, и они имеют свою харизму, свои таланты, и почему бы их не нарисовать? А как вы создаете кукол? Куклы я создаю из полимерной глины, это авторские каркасные куклы. Все лепится специальными инструментами из полимерной глины Living Doll. Голова, руки и ножки лепятся отдельно, потом все это собирается, моделируется, и получается кукла. А этот портрет выполнен с особой любовью, ведь на нем Альфия Бикбулатова изобразила свою маму. В
Всего музей хранит в себе 135 тысяч единиц основного фонда и 51 тысячу вспомогательного. Такое богатство и разнообразие не оставляет равнодушным ни одного посетителя Национального музея Республики Башкортостан. Одна выставка сменяет другую, а ведь не хочется ничего упустить. Поэтому не теряйте возможности и время посетить Национальный музей Республики Башкортостан. Анастасия Сараева, Лилия Мхудинова, Ляйсан Басова. Специально для проекта «Культ Ура». Как интересно. А мне понравилось, что даже в таком тихом и спокойном месте ребята нашли энергию. Да, интервью у художницы взяли. Сюжет получился на ура. На культ ура. И у нас остался финальный сюжет нашего выпуска. Сюжет третьей команды, которая отправилась на репетицию Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Скорее смотрим. Игра на трубе, игра на виолончели, игра на барабанах – все это ежедневный труд артистов Национального симфонического оркестра. Но зачем на репетициях они играют в пинг-понг? Проведем свое журналистское расследование. Национальный симфонический оркестр ежедневно репетирует в Государственном концертном зале Башкортостан. Музыканты уже 29-й концертный сезон на сцене. За свою творческую жизнь коллектив исполнил более 1000 концертов в республике и в Европе. Но несмотря на колоссальный опыт, музыканты ответственно подходят даже к репетициям, приходят заранее и разыгрываются. Это все равно, если бы мы приходили за час перед уроками. Ульяна, расскажите, почему музыканты играют в пинг-понг на репетициях? Музыканты играют не на репетициях, а во время перерывов. Потому что мы сидим, там час 15, и хочется размяться. И вот у нас мальчишки нашли такой способ, как бы мини-физкультурки такой. На протяжении нескольких лет Национальный симфонический оркестр принимает участие в благотворительных и культурно-образовательных проектах, десятки мероприятий в детдомах, домах престарелых и так далее. Успех в развитии мировой, российской и национальной музыки позволяет коллективу оставаться визитной карточкой классической симфонической музыки Башкортостана. Я никогда не видела барабан таких размеров. Можете что-нибудь рассказать о нем? Это называется большой барабан. Он используется в симфонической музыке, в духовой музыке, в любой музыке. Он нужен для того, чтобы придать звуку объем, какую-то глубину, усилить именно сильные доли. Вот можно играть вот прям в центр. Попробуй. Интересно то, что в коллективе около 100 музыкантов, и все они слышат и чувствуют партии друг друга, иначе как бы они составляли единый оркестр. Мы присутствуем на репетиции для выступления в городе Ишимбай. У каждого музыкального инструмента есть свой характер, свои звучания, и мне кажется, что музыканты даже похожи на свои скрипки, барабаны. Кто-то серьезный, а кто-то, несмотря на ответственную работу, не забывает о развлечениях. Амина Саидова, Нурислам Хайриев, специально для проекта «Культ Ура». Сюжет немного шумный. А ты как думала, проходит репетиции Национального симфонического оркестра? В наушниках? Естественно, нет, но и такой громкости я не ожидала. Мне так понравилось брать интервью. А я столько всего нового узнала. Вот такой культурный выпуск у нас получился. И мы обещаем, что каждая следующая программа будет лучше предыдущей. Ведь мы пока только учимся, но уже хотим освещать для вас нашу культурную жизнь и на телевидении, и в своих соцсетях. До встречи на следующей неделе на той же кнопке вашего пульта. Пока!